صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. И следующая ибара, текст из матна Тахавия. «Валя шей'a мithluhu». И нет ничего подобного ему, нет ничего подобного Аллаху. Мы знаем, говорим, что Аллах вахид, Он один, един. Един в своей сущности, фидатихи, в своих сифатах. И с той категории, что Он является Богом, является Иляхом. И Его сифаты, они не подобны сифатам других. То есть чьи сифаты не подобны сифату Аллаха, и сифаты Аллаха не подобны ничьим качествам. И Его существование, оно не похоже на существование других. Другими словами, нет ничего, никакой вещи, подобной Ему. И в Коране об этом говорится «Лейса камислихи шай». Нет ничего подобного Ему. И в продолжении, как мы должны понимать Его сифаты? «Вахуа самиуль басир». Он слышащий, но значит, Он слышит не органами, как слышим мы, Он слышит по-другому. Он сами'. И сразу же нам Аллах дает понятие «Лейса камислихи шай». Вот есть некое правило, как вы будете понимать Его сифаты. Он слышащий, но не так, как слышат другие. И Он видящий, но не так, как видят другие творения. То есть вообще никто не подобен Ему. Имам Тахауи использовал слово «маthиль», «мithluhu» сказал, и это слово более тонко отображает этот смысл, потому что оно более уже понятием, как бы более, даже не уже, скажем, более четче описывает, нежели слово «шабих», «подобие». Потому что «шабих» — это более аам, это более обширное слово. Так как «масиль» употребляется на того, кто подобен, кто похож в качествах и в сущности, в личности. То есть человек может быть похож на другого человека и так далее. Но появилось разногласие относительно слова «шей». Можно ли употреблять по отношению к Аллаху слово «шей»? Если дословно переводить, то это получается как вещь. То есть разве Аллаха можно назвать этим словом или нет? Например, в акиде, который написал Усман аль-Уши, называется «Бадуль Амали», «Нусаммилляха шей'ан», мы называем Аллаха слово «шей». Дословно это как вещь, но «ля каль ашья», но не как другие вещи. «Вазатан ан джихати ситти хали», и личностью, затом, сущностью, которая далека от 6 сторон света. То есть он не нуждается, то есть по отношению к нему нет впереди, сзади, справа, влево, сверху и снизу. И из тех, кто дозволял это делать, был имам Рази. Имам Рази, он говорит, что большинство пошли по тому пути, что имя «шей», оно может употребляться по отношению к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Но был Джахм ибн Сафуан, он говорил, что запрещено. Была такая секта джахмитов. Но на нашей стороне Коран и люга, также арабский язык. Что касается Корана, то в 2 местах Аллах Субхану употребляет «Куль айю шей'ин акбару шахада кулиллах». Дословно «Куль», скажи «айю шей'ин», какая из вещей, из ашья, из вещей употребляется, и говорится, скажи, что это Аллах. Или «Куллю шей'ин халикун илля ваджха». Каждая вещь, все будет уничтожено, кроме ваджха, кроме Аллаха Субхану тааля, и мурад, здесь подразумевается под словом «ваджх», это «датуху», сам Всевышний Аллах. И здесь делается, естественно, исключение из слова «шей». То есть слово «шей» употребляется по отношению к Всевышнему Аллаху, Он сам его употребил по отношению к себе.
Что же касается словарного смысла, то кто скажет, несуществующее – это не вещь. То есть то, чего не существует, его нельзя же назвать вещью. То, чего вообще не бывает. А то, что существует, оно автоматически называется тем, что есть, или другим словом «шей» – то, что существует. И вот эти два слова, они являются синонимами, и по отношению к Аллаху мы употребляем в смысле «существующий». Но его существование не похоже, не подобно существованию остальных. То есть в этом смысле слово «шей» Аллаху Субхану Тааля употреблять можно, так как и сам он его в Коране употребил. «Куль айю шейин акбару шахада кулилля». Дальше имам Тахауи говорит «Валя шей'a ю'джизуху». И нет ничего, чтобы могло оставить Аллаха аджизом, слабым, то, чего бы он не смог сделать. Здесь мы с вами уже до этого говорили, подобные вопросы бывают задают, играют словами. Например, может ли создать камень, который не сможет поднять, или сможет ли создать подобного себе. Эти вопросы, они из категории невозможных вопросов, глупости, игры слов. Ну, например, такие вопросы по фикху задавать. Например, человек умер, и у него ихтилям случился, гусуль испортился, что ему делать? Ну, это же невозможно. Или если вот мужчина родит, как ему, то есть нифас сколько будет? Но это же глупые вопросы, которые не имеют места быть. И если вопрос глупый, нужно на этом месте сказать: извини, брат, этот вопрос глупый, он несуществующий и не имеет места быть, он не должен быть. Поэтому, то есть это все игра. Если же представить, то есть Аллах Субхану ва Тааля, мы об этом будем сегодня говорить, он не имеет начала, то есть кадым биля птида, без начала. И если он создаст подобного себе, то тот, кого создали, он уже не может быть Господом, потому что он создан. У него нет этих сифатов божественности. Это невозможно. Об этом тоже мы с вами говорили. То есть, другими словами, «Валя шей'a ю'джизуху», что аджиз, нет ничего, что могло бы помешать Всевышнему Аллаху совершить то, что он желает. Не бывает такого, чтобы Всевышний Аллах что-то пожелал и не смог это сделать. Пожелал что-то создать и не смог это сделать. Это невозможно. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в суре Фатир, в 44-м аяте говорит: «Аста'иду билля, ва ма кана Аллаху лию'джизаху мин шей'ин фис самавати ва ля фил ард, иннаху кана алиман кадира». И нет ничего для Аллаха, что смогло бы оставить его слабым, ослабить его вообще не из ничего, пусть это будет на небесах или на земле. Поистине Он всезнающий и Он всемогущий. И мы понимаем, что основа слабости может быть в двух вещах. Когда человек чего-то не знает, вообще кто-либо чего-то не знает, это слабость. Не обладая информацией, это проявление слабости. И поэтому Аллах говорит, Он алим, и Он кадир. То есть Аллах Субхану ва Тааля всезнающий. То есть когда кто-то чего-то не знает, это тоже одно из проявлений слабости. То есть человек не знает, он не ведает. Но вот эти асбабы, вот эти причины, которые могут повлиять на слабость, они отсутствуют у Всевышнего Аллаха, и Он алим, Он кадир. «Валя иляха гайру». Дальше в айбара говорится, что нет другого божества, «валя иляха гайруху», и нет другого иляха. Это относится только к Всевышнему Аллаху. И это было, то есть он был иляхом до того, как он создал махлюков, как он создал творение. И после этого, даже если все исчезнет, когда ничего не будет, он тоже будет оставаться Богом, иляхом. То есть само то, что Аллах является иляхом, не относится, не связано никак с творениями, не связано с махлюкатами. И неважно, будем ли мы поклоняться Всевышнему Аллаху или нет. Если даже никто бы не поклонялся Всевышнему Аллаху, он бы все равно был иляхом. То есть только Аллах, Он настоящий Господь, то есть настоящий Бог. И неважно, создал Он нас или не создал. То есть Он не создал тех, кто мог бы Ему поклоняться, все равно Он будет считаться иляхом. То есть до нашего создания и после нашего создания с этим не связано. Потому что смысл иляха что означает? «Хуаль мауджудуль ваджибуль вуджуд». Он существующий, существование которого обязательно. Существование Аллаха Субхану ва Тааля, оно обязательно. Мы с вами мумкинуль вуджуд, мы можем быть, можем не быть, можем существовать, можем исчезнуть, и ничего не поменяется, нет никаких проблем. Но существование Господа, Аллаха Субхану ва Тааля, это есть смысл слова «илях».
То есть илях кто это? Мауджуд, тот, кто существует, и его существование обязательно. Без него невозможно представить. Вот если бы его не было, такого вопроса не бывает. Давай представим, вот если бы не было, как любят атеисты начинать разговор, это невозможно. Он не нуждается ни в чем, а все нуждается в нем. Мы даже говорим «Аллаху самад», читаем суру Ихляс. Что такое самад? Это тот, кто ни в чем не нуждается, но все нуждаются в нем. И это истинный смысл понятия «илях». «Ва иляхукум иляху вахид, ла иляха илляху». И ваш Господь, ваш Бог, Он един, Он один, и нет другого божества, кроме Него. И к этому относится, что Он является ма'будом. То есть Он является ма'будом тем, кому мы должны поклоняться, и только тот, кто достоин поклонения. И даже если представим, что илях, его смысл только ма'буд, как некоторые говорят, что его смысл только тот, кто достоин поклонения, то тогда мы должны понять, что ему должны поклоняться действием, и это будет связано с творениями. То есть должны быть какие-то творения, чтобы они совершали действия поклонения. Или тот, кто достоин поклонения. Тогда получается смысл слова таухид остается ля ма'буда биль фи'ль, нет того, кому поклоняться именно действием, гайр Аллах, кроме Всевышнего Аллаха. И этот смысл не является сахихом, не является достоверным, это мы с вами уже обсуждали. Но если мы скажем, что Он Аллах, субхану ва тааля, халик, Он творец, Он разик, Он дает пропитание, Он мудаббир, тот, кто упорядочивает все. И даже если Ему не будет никто поклоняться, не поклонялся бы, то есть фарду мухаль, опираясь на этот смысл, то эти смыслы будут достоверными. То есть Он разик, Он халик, то есть Он был разиком до того, как кому-то дал риск, дал пропитание. Он халик, Он творец, даже когда никого не создавал. Об этом мы с вами тоже говорили. Следующая ибара «Кадимун биля бтидаин, даимун биля антихай». Он извечен без начала, он будет постоянным без конца. Вокруг слова «кадим» есть споры, и мы сегодня поговорим об этих спорах. То есть что такое ибтида сначала? Это открытие или начало чего-либо, и даже если у этого есть начало. То есть ибтида, у этого может быть начало. До начала должно быть несуществование, то есть адам. Не было ничего, потом что-то появилось. И нет сомнений, как имам Тахауи, рахимуллах, он употребил слово «кидам», и добавил в него «биля бтидаин». Не просто «кидам», но «кидам», который не имеет начала. Потому что если просто сказать «кидам», начало может быть, если это употреблять по отношению к чему-либо другому. И когда имам Тахауи, рахимуллах, говорит «кадимун биля бтидаин», он извечен и не имеет начала, он подразумевает под этим кидамом кадимуль мутлакан, то есть мутлак, абсолютно тот, кто не имеет начала, тот, у кого не было небытия. То есть Аллах субхану ва тааля не появился из небытия. И никакая вещь не может быть кадим по-настоящему, кроме как, если вот эти слова не поставить. Иначе будет непонятно сказать, просто он кадим. И если бы имам Тахауи не добавил биля бтидаин, без начала, то этот смысл бы не появился. Мы бы не смогли с вами понять всю глубину этого смысла. Поэтому имам Тахауи употребил со словом биля бтидаин, чтобы мы четко понимали, что Аллах субхану ва тааля не имеет начала. Итак, смысл слова кадим. Смысл слова кадим. Слово «кадим» среди ученых понимается, то есть «кадамуллахи», то есть отвергание начала, начальности. То есть у Аллаха субхану ва тааля нет начала, что вот тогда-то он появился и вот началось его существование. Это невозможно. Нет начала для его существования. И если бы это было, если бы это можно было представить, то тогда получилось, что хадис, Аллах субхану ва тааля, это как некий процесс, который появился, и любой хадис, он не может отдалиться от изменения. То есть то, что появляется, оно постоянно
видоизменяется, постоянно перетерпевает изменения. Человек маленьким был, вырастает, постоянно меняется. Любая вещь. В этой дуне любая вещь, которая имеет свое начало, оно постоянно перетерпевает изменения. Пусть это будет твердый камень или мягкое, то есть тело какого-то животного, оно постоянно перетерпевает изменения. И теперь слово «кадим», оно используется в словаре в двух смыслах. Первое – «кадим биль-идафа», то есть «идафия», когда это существование относится к существованию другого. Например, вчера и сегодня. То есть вчера оно акдам, оно кадим по отношению к сегодня. То есть вчерашний день, так ведь? Здесь соотношение. Или рождение твоего дедушки, оно раньше, чем твое рождение. То есть рождение дедушки раньше, чем рождение его внука. И это кидам идафи называется, кидам идафи. Второй смысл кидам кадим мутлак, абсолютная извечность, тот, у кого не было небытия. И вот это смысл, который именно мы ищем и используем именно здесь для Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля.